Через несколько секунд откроется знаменитый фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Стадион заполнен зрителями. Люди с нетерпением ждут, когда оперная дива выйдет на сцену. Мы очень любим Хиблу и всегда ездим по ее концертам вместе с ней, когда она приезжает к нам. Хибла приглашает, и мы очень рады, что она снова с нами. Я действительно вживую не попадала, так как я была в Москве. И сегодня вот такая возможность предоставилась, и я с удовольствием пришла. И я надеюсь, что я уйду еще более счастливее, чем сейчас. Каждое появление оперной певицы у себя на родине подобно настоящей феерии. А фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» – это всегда сверхожидаемое событие для всей Абхазии. В этом году музыкальное мероприятие решили провести на столичном стадионе «Динамо». Даже большой зал консерватории в Москве слегка теряется перед размерами такой аудитории, такого пространства. Они как раз под стать масштабу наших титульных солистов сегодня. На 17-м международном фестивале «Хибла Герзмава приглашает» для абхазских зрителей выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского, Академический большой хор мастера хорового пения под руководством Льва Конторовича, российский оперный певец, народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков и, конечно, сама Хибла Герзмава, словно утонченный проводник для своего народа в мир классической музыки. Среди зрителей поклонники творчества Хиблы Герзмава, к которым без преувеличения можно причислить практически всех жителей Абхазии. В программу фестиваля вошли шедевры мировой оперы, такие как ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», ария графа де Сильвы из оперы «Эрнани», куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» и другие произведения мировой классики. Восторг у зрителей вызвал выход на сцену Ильдара Абдразакова. Ce jour de fête, le cirque plein un spectateur perdant la tête, le spectateur s'interpelle au grand fracas. В перерыве между выступлениями оперных звезд на сцену вышла юная балерина Кристина Чкотова. Кристина – первая девочка из Абхазии, которая сегодня обучается в Академии русского балета имени Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге. Атмосфера праздничного чуда окутала пространство вокруг того места, где происходило главное действо фестивального вечера. Зрители с упоением ловили каждую мелодию и старались подпевать выступающим. Абхазская народная песня о ранении в исполнении хора под управлением Конторовича не оставила равнодушными сотни сердец на трибуне. В продолжение заданной темы петь на родном языке продолжила и сама Хибла Герзмава.
«Абхазия моя» послышалась со сцены, и публика подхватила песню, в которой заключено признание в любви к родине. Бесконечные овации, так зрители провожали всеми любимую Хиблу Герзмава. Я хотела сказать спасибо моей земле и моим родителям за то, что они дали мне жизнь здесь, в этой стране. Спасибо. За кулисами народную артистку Абхазии и России встретил президент республики. Рауль Хаженба поблагодарил Хиблу Герзмава и ее коллег за огромную работу, которую они ежегодно проводят в рамках фестиваля. Я поздравляю всех снова с фестивалем. Это счастье, что наш президент всегда поддерживает и будет поддерживать наш фестиваль. Это действительно очень важно для республики. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я очень вам. счастлива, что вы были сегодня в нашем партере стадионном. Так что вот. Спасибо. Успехов вам. Спасибо огромное. И самое главное, что наш фестиваль, я еще раз хочу заметить, растет и расправляет крылья. Накануне фестиваля президент принял Хиблу Герзмава. Оперная дива поздравила Рауля Хадженба с переизбранием на должность главы государства. Огромного здоровья первым долгом, очень важных и преданных людей рядом. Дай Бог, чтобы у вас команда была еще сильнее. И дай Бог, чтобы у вас получилось все. Все ваши задумки, все, что вы хотели бы сделать в нашей прекрасной стране. Я желаю вам, чтобы у вас получилось процветание нашей Абхазии. И мы вас очень любим. Мы с нашим фестивалем отдельно, с нашей стороны музыкальной, мы вас всегда очень поддерживаем. И я желаю вам всяческих благ, правда. И я очень счастлива снова быть вот на 17-м фестивале здесь. Мы завтра будем служить очень трудный концерт, очень важный концерт, потому как у нас такая новая площадка. И мы впервые, так немного пощупав с музыкальной точки зрения наш стадион «Динамо», мы надеемся, что наша открытая площадка понравится нашей стране. Что касается публики, то Сухум в прямом смысле не хотел расходиться по домам. Одушевленные, веселые и растроганные. В этот вечер люди не сдерживали эмоций. Мы очень гордимся, что она наша однокурсница, что мы вместе когда-то учились в Сухумском музыкальном училище, и каждый ее приезд в Абхазию мы с трепетом ждем. Каждый год фестиваль Хибла Герзмава приглашает. Это культурные события для каждого. Соприкосновение с мировой культурой, с сокровищницей, с великими произведениями, с великими голосами. Все, что вот я чувствую в данный момент, очень сложно собрать в слова. Потому что, на самом деле Хибла она чувствуется, как она нас любит, и она умеет это выразить. Большое спасибо Хибле, всем тем, кто имеет отношение к этому концерту. Огромное спасибо. Я благодарна, что она делает такую огромную работу. Это неоценимый труд. Я знаю сама, так как сама занималась музыкой. Я знаю все эти произведения. Я напевала, подпевала. Дай Бог, чтобы наша молодежь верила в себя, что все возможно, и чтобы брали с нее пример. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает всегда очень душевное событие. Это тот самый момент, когда музыкальное послание из самого сердца исполнителя с трепетом и благодарностью воспринимается публикой. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.